нас есть такая тоже мощная команда, мы располагались тогда. Ну, у нас был свой офис, и он меня пригласил тогда, говорит, вот у нас создается технопарк, давай к нам вливайся, нам нужны резиденты, ну, и так далее. И вот во всех первых презентациях, во всех первых планах, да, по сути, вот я был тоже первым резидентом, то есть вклад в открытие мой маленький тоже есть. Да, это как бы есть такая моя маленькая история. Вот меня только что спросили, почему мы сейчас празднуем десятилетие? Чем оно отличается, допустим? Разве вот, а что было до этого? Я ответил, что можно вот нашу инновационную культуру разделить вот на два этапа. До того, как была она официально создана и оформлена, и после. А в чем ее отличие, да? Вот я вспоминаю, что было в 80-е годы, в 90-е годы, да, вот просто сейчас очень много айтишников молодых, они почему-то думают, что до них ничего не было. Но мощная IT-субкультура, она уже была в конце 80-х. Нужно вспоминать о том, что наши якутские программисты участвовали в создании кода того же нашего знаменитого космического корабля, как «Буран». Это было вот середина 80-х. Опять же, вот клуб, допустим, айтишников, вот, в котором я познакомился с Арсеном Томским, да, это 95-96 год. Вот если вспомнить успешные программы, которые были созданы в 90-м году, да, их очень много было создано, вот, допустим, бизнес-программ, да, вот, допустим, на языке FoxPro, то, допустим, это зарплата Калачанова. Прошло больше 20 лет, она до сих пор используется. Но вот в чем отличие, что вот за последние 10 лет мы вышли за пределы Якутии. То есть, если вот до 2010-2011 года основной потребитель наших вот инновационных продуктов, наших IT-продуктов были внутри Якутии, то после 2011 года мы задали вектор именно внешнего развития. Да? Ну, я, конечно, сейчас в свою упомяну, да, такие компании, как вот Индралия, да? Компания Сенет, Майтона, сейчас вот компания Фантастик выйдет. Это вот наши локомотивы, которые вот подняли гордо и очень высоко эти флаги. Вот это мы сейчас и празднуем. Выход якутских инноваторов на внешний рынок. Сегодня будет у нас впервые мы создали такую награду, как отличник инноваций. Сейчас чуть попозже произойдет награждение, да, у него очень интересный дизайн, она выполнена с QR-кодом, да, он у нас у всех есть, но QR-код, размещенный на медали, он ведет на сайт, на правительственный сайт, в котором будут размещены по датам награждения все участники, все награждаемые этой наградой. Вот мы тоже вот часто об этом обсуждаем и спрашиваем, вот, Министерство инноваций, там, чем занимаетесь, какие успехи, какие планы. И вот на такую мысль тоже недавно наткнулся, что вот если вспоминать исконную якутскую культуру, да, вот в Якутии, ну, существует вот свой, ну, издревле, да, пантеон богов, то на 8-м небе живет такой бог, его, ну, если вы смотрите в историю, да, в культуру, есть такой бог, его зовут Адумхан, да? Если смотреть, то, чем он занимается, кем он покровительствует, он как раз таки покровительствует изобретателям, ну, и инноваторам, да? Было бы странно, что у нас бы не было такого процесса, как инновации, да? Тем более вот имея такое покровительство. Да, предлагаем нас приступить к награждению. Итак, для награждения нагрудным знаком «Отличник инноваций Республики Саха-Якутия» за добросовестный труд и значительный вклад в осуществление инновационной деятельности, технологическое сопровождение исследований и разработок в сфере инноваций на площадку приглашается Габышев Петр Петрович, директор ГАО «Технопарк Якутия».
И еще раз поздравляем с вручением отличника инновации Республики Саха-Якутия. Федор Петрович работает в технопарке с первых дней. Буквально вот, он пришел создавать коллектив, когда там буквально был стол и стул. Поэтому один из человек, кто больше всех может сказать достойный. Вот мы можем посмотреть такой оригинальный дизайн, да, и в середине мы видим QR-код, который ведет на сайт правительства, где есть список этих награждаемых. Также нагрудным знаком «Отличник инноваций Республики Саха-Якутия» награждается Мярин Александр Николаевич, ответственный секретарь Высшего инженерного совета Республики Саха-Якутия, заместитель председателя комитета по транспорту торгово-промышленной палаты, кандидат экономических наук. Еще раз наше поздравление. Также на площадку приглашается Чиросов Михаил Михайлович, руководитель группы, главный научный сотрудник отдела Института проблем переотрезанной зоны, исполнительный секретарь Совета программы «Шаг в будущее России», доктор биологических наук. Еще раз, уважаемые гости и участники, поздравляем, аплодисменты, заслуженной наградой, нагрудным знаком «Отличник инноваций Республики Саха-Якутия». Также на площадку приглашаем Слепцова Иннокентия Степановича, менеджера проектов компании «Майтона». Еще раз поздравляем. И для награждения нагрудным знаком «Отличник инноваций Республики Саха-Якутия» также приглашаем Неустроева Михаила Петровича, директора научно-производственного центра «Хатубак», доктора ветеринарных наук. Спасибо, Георгий Петрович. И слово предоставляется директору технопарка Якутия, хозяину площадки выставки Габушеву Петру Петровичу. Раз. Дорогие друзья, всех рад видеть. Еще раз хочу сказать слова благодарности для наших партнеров из музея, которые любезно нас здесь приютили и дали место под выставку. Сегодня мы подводим итоги нашей 10-летней работы. Здесь поставили лучших наших резидентов, лучшие проекты будут вам показаны. На первом этаже у нас кластер производства. Здесь мы то, что можно пощупать, потрогать, да, поездить даже там. На втором этаже там биокластер находится и кластер IT-проектов. Еще раз спасибо за такую награду, очень достойную. Я, честно, не ожидал, что буду самым первым, кто ее получит. Для меня это очень большая честь, почет. За 10 лет сделано многое, но я уверен, что самое главное еще впереди, все главные победы у нас впереди, поэтому будем также работать, трудиться, как эти 10 лет, и надеюсь, все будет хорошо. Всем спасибо большое, всем хорошего дня. Спасибо, Петр Петрович. И позвольте также предоставить слово одному из наших почетных гостей, генеральному директору ООО «Дальневосточный фонд высоких технологий» Саркисову Руслану Эдуардовичу. Добрый день. Честно говоря, отрадно отмечать год науки и технологий здесь, именно в Якутии, таком технологическом лидере Дальнего Востока. Но что касается выставки, вот 10 лет уже достаточно, с одной стороны, большой срок, с другой, что такое 2011 год, когда это все начиналось, когда начинался технопарк, это кажется, что было совсем недавно. Но это было действительно недавно, но мы сейчас уже живем в абсолютно другом мире, нежели в том, в котором мы жили в 2011.
И когда ребята начинали, многие были скептичны к тому, как вообще получится, какой технопарк и где технологии инновации, а где Республика Якутия. Вот такое почему-то было расхожее мнение, но теперь это мнение абсолютно опровергнуто, и Якутия является, наверное, синонимом инновационного развития, по крайней мере, в Дальнем Востоке точно уже все знают, что отсюда много выходит интересных решений, что здесь есть ряд не только российского уровня федерального, но и международного уровня компаний. И вот эта десятилетняя работа, она, конечно, уже чувствуется, потому что ребята действительно прошли большой путь, преодолели много трудностей. И те результаты, которые мы видим сегодня, даже их, честно говоря, сложно было ожидать в 2011 году, когда мы смотрели на все, что происходит. Но я единственное хотел бы выразить надежду, что мы здесь уже встретимся еще через 10 лет и увидим совсем другой мир, но уже в таком хорошем смысле другой мир. И давайте все вместе будем смотреть и следить за успехами как технопарка, вечерной компании, но вообще всего инновационного сообщества республики. Спасибо большое. Благодарю, Руслан Гарыч, за выступление. Что ж, уважаемые участники и гости, позвольте на этой позитивной ноте официально объявить нашу выставку, посвященную Году науки и технологий в России, а также десятилетию технопарка Якутия и венчурной компании Якутия, официально открытой. Что ж, уважаемые гости, просим пройти на первую зону, где начнется осмотр нашей выставки. Всем отличного дня, всем удачи. Спасибо. Ну, здесь у нас такие ключевые проекты, пеноблоки, вчера видели, помните, да, бедополин взяли? Ягоды растения. Ягоды повышали шайники. На севере Якутии, там олень. Вот. Отличие в том, что ягоды смягченный наночастицы, и он усваивается очень хорошо. Они прям проникают в клетки, проникают. Уже взяли, взяли. К сожалению,
Сейчас занимаюсь стабилизацией аксида пленки. Достигли площади 100 квадратных сантиметров. Даже и пол. Применение совершенно разнообразное. Электроника, микроэлектроника, интернет вещей, в частности, здесь очень хороший проект. Да, конечно. Ну, кроме этого, просто на втором этаже. Спасибо вам. А можно вкратце объяснить, что вы показывали нашим гостям из Москвы? Это Мы показывали технологии разработки Северо-Восточного федерального университета. Да? Кафедр, лаборатории. Дело в том, что мы же научно-образовательная структура, да? Вот. Наша роль, она предоставлять технологии. Вот. Ну, тот классический пример, вот коллеги спросили, для чего это, да? Вот, мы пока не думаем, для чего, но зато технологии разработали. Это две совершенно разные, ну, в данном случае уже три, да, совершенно разных материала достигли суперадгезии. Вот. Это резина, металл и такой вот более такой твердый плотный пластик, да, в частности здесь сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Вот. Ну вот есть такая адгезия, да, в принципе применимость может быть широкой. Вот. И это вот это у нас морозоустойчивый, да? А уже вот это вот, якутские это вот, да, разработки. морозостойкая, да, износостойкая резина, да, вот она может быть использована в промышленности, в машиностроении, в приборостроении, да, и использоваться в Арктике, вот, в арктических условиях. Ты потом мне пару фотографий скинешь? А футболки для чего? Так, футболки, это у нас, так, ой, я извиняюсь. Звоните, сбрасывай. В 10:45 в 10:45. У меня там не будет, там будет Подожди, Артур Олег. Там будет проректор Соловьев, сам ректор. С кем? Дай мне контакты, с кем держать связь. Я думал, ты сейчас туда поедешь. Ну, я поеду воиться. Я буду воиться встречать. Я тебе скину тогда. Футболки это, наверное, печать, да? Это вот коллеги могут рассказать. Это печать, да? Да, это получается графеновая суспензия. Ее с помощью трафарета печатают вот такие вот специальные устройства, которые могут контролировать, мониторить жизненные показатели, например, температуру тела, Я ему позвоню. сердцебиение, дыхание, давление. Это проректор по науке. То есть вот данные футболка это просто эмблемы, да? Или это уже электронный чип? Я так скажу. Нет? Это получается уже готовый трафарет, если сюда подключить контакты и повесить, например, микроконтроллеры, то можно там фиксировать различные показатели жизнедеятельности человека. То есть, грубо говоря, врач теперь может с помощью вашей футболки, да, определенные диагностические данные применять в обычной поликлинике, я правильно понимаю? Все верно, да. Можно в качестве интернета вещей, то есть, например, пациент надел определенную футболку с нанесенными вот устройствами на основе графена, и тогда все его жизненные показатели можно мониторить там удаленно. Но также это может применяться, например, для спортсменов, которые хотят следить за своими показателями во время тренировок, в том числе какие мышцы они больше напрягают и так далее. То есть тогда можно делать какие-то определенные функции, да? Контролировать технику упражнений, либо для, например, для людей, которые работают в экстремальных условиях, например, для пожарных, то есть мониторинг жизненных показателей всех сотрудников, которые участвуют, например, во время тушения, выводится на экран бригадира бригады, да, и то есть он может контролировать их состояние в реальном времени, ну и, соответственно, принимать соответствующие решения, если будет какая-то чрезвычайная. Ну, такой вот на жизненном опыте, да, человеку сделали операцию на сердце, и он ходит вот с такой бандурой в определенное время, целую неделю, ну, снимает показания. Данная футболка может его заменить, и при этом еще дистанционно врач может следить, да?
Ну, это, конечно, зависит от того, как хорошо сделать электроника. То есть, вот представлен нам образце, это у нас просто, ну, грубо говоря, датчики, да? Ну, соответственно, их данные еще надо собрать и обработать. Ну, это уже как бы вопрос к электронщику, насколько это будет компактно. Но, по крайней мере, датчики у нас могут просто наноситься на поверхность ткани. Спасибо. А вот московские гости посмотрели, я так и не понял, вот что это за препараты, для чего они нужны. Я знаю, что изобрели уже там как пищевая добавка, да, которая помогает в борьбе с коронавирусом. А вот эти препараты? Ну, эти препараты на основе ягеля, это у нас лишайники, на основе лишайника рода Кладония. Они в основном используются как биологически активные добавки, да. Мы разработали способ, который увеличивает сроки хранения кефира даже. То есть можно использовать его в пищевой промышленности, добавляя туда этот лишайник, добавляя туда листья толокнянки в определенном количестве, да, ну и так далее. А так сам препарат ягель детокс в основном действует как против диабета, как антидиабетическое средство, да, в основном действует. И очень хорошие показатели показали, когда при физической нагрузке спортсмена. То есть помогает при выносливости, при адаптации к стрессам человека, да, ну и так далее. То есть он как пищевая добавка применяется для... И в пищевой промышленности. Вот его действие какое? Вот витамин С я кушаю, к примеру, да? А мне там врач прописывает. А вот это что? Вот как бы сказать, это заменитель витаминов? Или же это все-таки больше, как бы, больше стимулятор? Это не, да, больше стимулятор, это никак не заменитель, а это добавка, поэтому и называется добавка. То есть она стимулирует работу иммунной системы, может, да, стимулирует, точнее снижает уровень холестерина в крови, допустим, при диабете, при сахарном диабете, допустим. Вот такие действия у него. А для детей он чем полезен, я так услышал вкратце? Для детей не надо. Никак. Никак. Вот. Рекомендуем от 18 лет. А вот эти структуры, это новенькое? Это уже наше. А? Это уже наше, это инженерно-технический институт. Здесь у нас получается это инновационный вид бетона, энергоэффективный. Наш спущенном циолит, пеноциолит. Сам материал называется пеноциолитобетон. Выглядит он в разрезе вот так вот. Можно подумать, что в принципе это керамзит, но он выглядит по-другому, у него другой цвет и также немножко другие эксплуатационные характеристики. То есть у него теплопроводность более низкая, чем у керамзита, да, по сравнению. Также у него есть такая теория, существует, что он сам по себе циолит в чистом виде, он может впитывать какие-то вредные испарения. Были такие исследования на эту тему. Также вот выглядит он вообще вот так. Пеноциолитобетон, пеностеклобетон – это вспученные материалы. Циолит хороший тем, что это наше местное сырье. Получается, где у нас в Хангуру есть месторождение, и там довольно большие запасы хорошие. И он пригоден для того, чтобы использоваться в качестве заполнителя легких бетонов для монтажного строительства. То есть это именно бетон? Это вообще сам циолит. Это порошочек, его вспенивают, он получается вот такие вот гранулы, и он используется в качестве заполнителя. То есть легкий, например, бетон это пенобетон, который просто сам по себе бетон вспенивают, а здесь же, получается, к этому пенобетону мы добавляем еще добавку, чтобы он стал еще легче, более его свойства немножко поменялись, да, он стал более звукоизолирующим, более легким, чтобы нагрузка на бетонный фундамент также была поменьше. Ну, если говорить из практики, да, мы используем бетон Хангаласского, так скажем, завода там Покровск. Я знаю своих предпринимателей, которые используют немецкий бетон не потому, что им так хочется, но просто у них там свои задачи, да, но они его используют в художественной лепке. И самое главное, что немецкий бетон, он очень хорошо подходит для покраски автомобильными красками. Вот из-за этого им приходится его использовать. А вот данная, вот эта вот смесь, что она даст? Это не с того варианта, когда, помните детство наше золотое,
когда мы обыкновенным бетоном ложили, ну, все в городах, а вот через год он разваливался. А в данной ситуации это применение, да? Тут получается немножко разница в том, что вот, например, вы сказали немецкий бетон, да, это Portland цемент, тот, который добавляется у нас в Портленде и привозится сюда, это у нас сырье, и этот бетон, он сделан на том же самом Portland цементе. Portland цемент это вяжущее вещество, которое связывает воедино все части бетона. Также вот у нас есть конструкционный бетон, это тяжелый бетон, который используется именно там в сваях, фундаментах, где-то вот именно стен, несущие конструкции. Да? Этот же бетон используется в качестве самонесущего, где-то в маленьких каких-то конструкциях он не выдерживает большие нагрузки, но при этом у него характеристики конструкционные немножко другие, в отличие от тяжелого бетона. Тяжелый он крепкий, он может много выдержать, также железобетон, например, да, в больших зданиях именно там, в каких-то горных сооружениях, каких-то гидрогеологических, именно тяжелый бетон используется. Этот же используется в качестве, например, монолитное строительство же есть, его можно именно в качестве монолита. То есть конструкция сама из тяжелого бетона, он крепкий, а вот этот вот для каких-то своих характеристик, именно под какую-то задачу свою используется именно легкий бетон, им можно закрывать стены, и он, например, можно не использовать утеплитель. Потому что там сэндвич-панели или что-то такие разные конструкции же есть, там не просто тяжелый бетон, там еще что-то сверху утеплитель, там пленка, вот это вот все используется. Давайте так грубо, вот сэндвич-панели стоят, а я площадку вашим, так назовем его, цементными добавками, да, сделал пол. Я могу его не утеплять, что ли? Ну, пол вот этим, конечно, не сделаешь, потому что у него прочностные характеристики для этого не предназначены. Но можно сделать стены. Стены будут достаточно широкие, но утеплять их можно вообще не утеплять. То есть это одна из разновидов пенобетона? Да. Можно и так сказать, в принципе. Это пенобетон с заполнителем. То есть тот же самый пенобетон, только еще туда что-то накидали. С вами был Олег Желунин, и мы разговаривали с Северо-Восточным научным, университетом, и в данном виде это первая из, так скажем, маленьких, небольших выставок в парке «Моя история» после открытия выставки.